Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Кефир». С вами я, ведущая данной программы Аджимал Осмонова. И рада всех вас поздравить с таким замечательным днем, Днем влюбленных, 14 февраля. И специально для вас у нас есть такой чудесный подарок. Пригласили мы на эфир казахстанскую группу под названием «Алдавай». Вскоре я вам представлю ребят, а пока можете до нас дозваниваться. Телефон прямого эфира 59 20 01. А если удобнее, можете писать в социальных сетях, на Фейсбуке, на Одноклассниках. Также можно писать на скайпе по адресу, называемому канал МУЗ. Будем ждать вас. И сейчас, если хотите вы поздравить свою половинку, то можете также дозвониться и признаться в любви в прямом эфире. Алдавай группа уже сидит рядом со мной. Рада вам их представить. Здравствуйте, ребят. Справа от меня сидит Шокан Маратулы. Здравствуйте, Шокан. И второе имя у вас или настоящее Шухрат, верно? Нет, настоящее Шухрат. Настоящее имя Шухрат. Хорошо, Шокан это получается псевдоним. И следующий представитель группы это Данияр. Данияр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот все-таки мы знаем группу Алдавай как некий бойс-бенд. И когда анонсировали программу, больше всех вот были такие ассоциации с каким-то бойс-бендом, состоящим из 3 из 4 человек. И все спрашивают, куда же делись остальные персонажи. Расскажите нам немножко предысторию вашей группы. Сколько изначально у вас было человек и почему в оконцове вас осталось 2? Я думаю, Шокан лучше об этом расскажет. Почему? Потому что вы не как лицо команды, которое никогда не менялось и не уходило с команды. Да, единственное, я не уходил. Был момент, когда Данияр на некоторое время брал отпуск. Но мы с ним оба основатели проекта с самого начала. Был еще Тима, был Эдик. Мы недавно ездили к Тиме в Павлодаре, он открыл ресторан, большой комплекс, ну там караоке, ресторан, гостиница, вот, они там с друзьями открыли, мы их навещали. Эдик, ну, на самом деле его зовут Идиль, и он не кореец, как многие думали. Вот, он работает в торговле, у него свои бутики, одеждой торгует. Хорошо, то есть они, получается, с Дордоя привозят. В другую нишу. Да. С Дордоя привозят. Интересно, вот я слышала, что многие казахи специально приезжают к нам, чтобы приодеться. Это правда? Ну, я не знаю, мы к ним не относимся, мы на концерт приехали. Хорошо, но если будет время, наверняка заглянете. Или холодно слишком, для того, чтобы на Дордо ездить? Завтра мы должны быть в другом городе. Хорошо, то есть всего лишь на один день приезжаете. Да. Давайте все-таки про цель вашего визита, потому что многие кыргызстанцы думали, что у вас будет здесь концерт. Как я полагаю, вы будете участвовать сегодня в концерте непосредственном Ильяса Абдразакова. Планируете ли вы в ближайшее время организовать свой концерт? Именно группа Алдавай у нас в Бишкеке. Данияр. Ну, в планах у нас, дело в том, что в этом году нашей команде 15 лет. И, скорее всего, мы будем заниматься сольным по концертам нашим, которые будут очень масштабные. Там до 20 тысяч будет народу на концерте присутствовать во Дворце спорта. Если все организуем на это, уйдет много времени. Насчет концерта в Бишкеке мы еще не задумывались. Вот как раз сегодня мы выступим, посмотрим. Как воспримет кыргызская аудитория. Организаторы говорят, ну Ильяс, как организатор, его команды говорят, что нас очень сильно ждут. Ну, мы посмотрим. Вот. Сейчас, если, допустим, на вашей программе не будет ни одного звонка, то, наверное, не будем делать. Мне кажется, никак не стоит на это ориентироваться, потому что сегодня все-таки суббота. Влюбленные наверняка отмечают сейчас этот праздник, поэтому даже если звонков не будет, мы не будем расстраиваться. Но, с вашего позволения, еще раз напомню, телефон прямого эфира 59 20 01. И сегодня у нас в гостях группа Алдавай. Напомню, что солисты данной группы это Шокан Маратулы, а также Данияр Узбеков. Сегодня ребята поделятся с нами самыми интересными фактами из своей жизни, поэтому присоединяйтесь к нашей беседе. Сейчас, я думаю, чтобы более подробно ознакомиться с творчеством группы Алдавай, мы покажем вам один из клипов ребят, после которого мы продолжим нашу беседу. Присоединяйтесь к нам. Алло, к сожалению, сейчас меня нет дома. Оставьте свои сообщения после звукового сигнала. За тебя я умру, без тебя не могу. Я прошу, не гони, все у нас впереди. За тебя я умру, без тебя не могу. Не уходи, постой. Ты научила меня дышать одной тобой. Ты мне
понять помогла, что я люблю тебя. Однажды и навсегда я стал твоим, ты знай, меня не забывай. Мы расстаемся, любя, не наша в том вина, судьба всегда права. За тебя я умру, без тебя не могу, я прошу, не гони, все у нас впереди. За тебя я умру, без тебя не могу, я без тебя не могу. За тебя я умру, без тебя не могу, я прошу, не гони, все у нас впереди. За тебя я умру, без тебя не могу. Во сне и наяву хочу быть рядом с тобой и вновь тебя зову. Ты все, что есть у меня, я пью любовь до дна. И каждый прожитый день дарю одной тебе, пою одной тебе. Мы расстаемся, любя, не наша в том вина, судьба всегда права. Я умру, без тебя не могу, я прошу, не гони, все у нас впереди. За тебя я умру, без тебя не могу, я без тебя не могу. За тебя я умру, без тебя не могу, я прошу, не гони, все у нас впереди. За тебя я умру, без тебя не могу, я без тебя не могу. Я прошу тебя, ты распахни свое окно, просто прочитай в небесах, что мы одно, ты половинка моя. Я погибаю без тебя, нервы на пределе, кругом голова. Я тебя знаю и не понимаю, как я мог ошибиться. Уравнения любви решаю, от разлуки таю, тебя мне не хватает. И боюсь подумать, что тебя я потеряю. Мы продолжаем субботний выпуск программы «Кефир». С вами также я, Джамала Осмонова. И хочу поздравить всех зрителей, которые только к нам присоединились. Наверняка сегодня не такое огромное количество, как обычно, нас смотрят людей. Если вы отмечаете этот праздник, желаю вам приятного празднества. Я напомню номер, наш телефон 59-20-01. И сегодня в преддверии, вернее, уже наступил праздник 14 февраля, День всех влюбленных. Прилетели к нам, вернее, не прилетели, а приехали все-таки. Алматы, город недалекий. Шакан Маратулы и Данияр Узбеков, солисты группы Алдава. Ребята сидят уже у нас. И, дорогие друзья, можете к нам присоединяться также на Фейсбуке, онлайн-вещание у нас есть, на Одноклассниках. Пишите, в общем, везде нам в социальных сетях. Сейчас вот мы просмотрели один из ваших таких, наверное, моих любимых песен. Одну из любимых песен называется «Она без тебя». И также не только я, весь кыргызский народ очень любит эту песню. В каком году эта песня была написана и кому она была посвящена? Да, грустный вопрос, потому что в 2007 году был выпущен. Это почти Почему уже грустно-то? Потому что ностальгия какая-то. Да, начинаешь вспоминать о том, как скоротечно время и наша жизнь. И вообще, какие мы уже старые с тобой, Даня. Я думаю, никто не скажет, что вы старые. Никто не скажет, что нам по 45, да? Да. Слава богу, есть современная медицина, ботокс, подтяжки лица, да. Нормально. Может быть, эликсир молодости какой-то в Казахстане изобрели. Да. Хорошо, Я давайте изобрел. про эту песню.
вот именно про клип. Вот сюжет очень интересный. Кто продумывает у вас сценарий клипа? Больше вы или вы призываете других людей помочь вам? Ну, мы вообще все решаем коллегиально. Мгм. И в данный момент большую инициативу, конечно, берет в свои руки режиссер, когда мы снимаем клип. Мгм. Мы как бы просто стараемся его сопровождать и контролировать, чтобы буйная режиссерская фантазия не выходила, Разыгралась? не разыгралась, не выходила за пределы нашего представления о нормальном. Мгм. Вот. Хорошо, какие ваши представления о нормальном? И в целом, как вы себя позиционируете? То есть, вот видим сейчас, что очень много выходит всяких бойс-бендов. Вы больше вот такие вот мальчики-припевочки, такие вот милые? Или вы больше мальчики, которые такие вот недосягаемые, брутальные? Какой Ну, у вас уже, сценический образ? уже не мальчики. Уже не мальчики, Да. можно сказать, что уже мужчины. Да. Позиционируем себя, ну, мы любим спорт, любим творчество, любим здоровый образ жизни, любим красивых девушек. Ну да. Ну вот и вся наша, в принципе, позиция. в И основном. да, и такая вот как бы аура простоты и доступности в плане мы как ребята заднего двора, понимаете, поэтому у нас песни они такие понятные большинству, свои, да, имеем какой-то вот свой такой характер. Мгм. По крайней мере, те, кто нас давно слушает, они выходят наша новая песня, и даже они не знают, что кто это поет, но они сразу узнают по мотиву, даже не слыша голосов, что «О, это, по-моему, Алдавай новая песня». Бывает так. Вот хорошо, вы сказали, что вам 15 лет скоро. Когда будет этот день? Вот на Наурыз в марте. Уже совсем скоро, оказывается. Ну, я поздравляю вас все-таки. 15 Спасибо. лет – это очень важная дата. Давайте все-таки вернемся на 15 лет назад и вспомним о том, как образовывалась ваша группа. Чья это была инициатива? Шокана или Данияра, или еще какого-то представителя вашей группы? Это было, наверное, такое стечение обстоятельств или судьба. Вот. У меня была танцевальная группа Dance Book, у Даника он пел. Нет, он не пел, он читал рэп. Отлично. Мы были Интересно. как бы парни, которые росли на улице. Ну как, не совсем, конечно, у нас были родители, семья, но с детства мы были самостоятельны, предоставлены, в общем-то, сами себе. И вот развивались как могли. Мгм. То есть это все было без поддержки родителей? Нет, мы все Вы сами сами. все Да. начали? Мгм. Ну, Данияр, он давно уже лелеял мечту о пении, Мгм. а я как-то танцевал. Ну, Мы влились в один коллектив танцевальный. да. То есть вы дружили с самых школьных времен? Или вы как-то познакомились и поняли, что вам нужно создать общую команду? Ну, познакомились, вот мы танцевали в клубе, выступали, а Данияр Читал рэп, да. выпивал вот В этом клубе выпил и решил, да, я буду с вами, давайте я с вами потанцую. Хочу с вами Вот я потанцевать. не согласилась. Идите сюда, пацаны, да, садитесь к нам за стол. Да, мы познакомились в клубе, в котором мы уже работали, а Данияр там был как отдыхающий, он видел, как мы танцуем, и он говорит: слушай, ребята, супер, я вот тоже умею классно танцевать. И мы говорим, ну давай попробуем. Он как показал, я сразу понял, что это большой потенциал. Вот. Какие движения показал Данияр? Какие-то такие вот Он не хип-хоп, брейк. рэперские движения или что Он, это было? он прокрутился 3 раза на голове, и потом с головы сделал сальто на ноги. И я понял. Все, вы поняли, Это наш чувак. чувак. Да, да. Хорошо. Все-таки изначально вы хотели создать именно хореографическую команду. Ну, хореография, это громко сказано, мы ведь не обучались ей. Мы самоучки. Хотя мы учили потом. У нас было несколько школ танцев, где мы преподавали. Дело в том, что мы завоевали очень много чемпионатов в Казахстане Наград. по танцу. Женские сердца — это только начало. Мы еще брали нормальные призы. Да. Вот. Несколько соревнований по брейк-дансу казахстанский, алматинский соревнования по современным танцам. В общем, достигли того, что в танцах уже достигать-то и нечего было. Ну, на нашем уровне, Решили, конечно, что может, нужно громко начать сказано. петь. Да. Какие у вас были трудности в начале? Ведь все-таки вы были танцорами и ранее не пели, как я полагаю, только читали рэп, верно? Да, у Даника был опыт, вот он как-то пел, а я вообще, я только под гитару у себя там во дворе или в деревне. Ну, услышав, как он поет под гитару, мы решили, что Не все так плохо. не все так плохо, и нам Да. пора. Без возни. Как вы подготовились к выходу на сцену? Это были какие-то специальные курсы по вокалу, актерскому мастерству? Либо вот просто вышли так экспромтом на удачу? на сцену? Вот, хореографическое прошлое, или как сказать, танцевальное, очень нам сильно помогло. Мы сработались. Вот, если вы сегодня
Айджамал у нас говорят в Казахстане. Придете на концерт Ильяза Абдразакова, Я смогу это увидеть. вы сможете видеть, я вам сейчас скажу, что вы сможете увидеть. Вы сможете увидеть, как мы чувствуем друг друга на сцене, как мы работаем. То есть, понимаете, с полуслова понимать партнера друг друга, вот мы вчетвером. Вот сейчас мы вдвоем, может, даже нам и легче, а вчетвером вообще мы очень синхронно распределялись по сцене. Не в том плане, что мы одинаково выполняли, но мы занимали определенные позиции, всегда гармонично держались на сцене. Ну, то есть у нас уже вот умение держаться на сцене было выработано. И нам осталось только начать петь. То есть к сцене мы были готовы стопроцентно. А вот двое остальных ребят, какие у вас с ними были отношения? Сейчас поддерживаете связь с ними? Да. Обязательно. Мы вот в Павлодаре погуляли с Тимой как раз неплохо, очень хорошо. И с Эдиком тоже. А ребята сейчас, получается, уже не выходят на сцену, не поют, не танцуют? Ну, их тянет. Вот мы в Павлодаре были с концертом до этого. И Тима выходил, выступал с нами. И он, да, там прям такие моменты были очень трогательные. Но я знаю, что помимо сцены у вас есть еще другие приоритеты в жизни. Кто-то из вас занимается бизнесом, у кого-то еще какие-то увлечения. Давайте более подробно про это расскажем. Вот, Шокан, вы помимо пения, чем еще в жизни занимаетесь? Ну, я занимаюсь бизнесом. Отчасти это вот также мы с Данияром связаны. У нас есть свои направления по шоу-бизнесу. Ну и параллельно этим у нас широкий кругозор в плане деятельности. И занимаемся и ценными бумагами у нас в Алмате. Вот. Тут наш друг Максат, с ним строительством планируем заняться скоро, да. Хорошо, как же умудряетесь все это успевать? Тут у вас гастроли. Я знаю, что вы в Бишкек за последнее время приехали уже второй раз. Как это За сочетается? Или даже за неделю, надо же. Как это у вас сочетается с вашей активной бизнес-деятельностью? На самом деле гастрольная деятельность это не самое сложное, потому что там все понятно, и ты должен слетать из пункта А в пункт Б, выполнить работу, выступить и вернуться. Другое дело это то, что происходит не в сцене. Это подборка материалов, запись на студии. Вот это действительно времяемкая и трудоемкая деятельность. То есть, потому что, когда ты знаешь, что ты выполняешь, ты на автомате берешь авиабилет, там, едешь в аэропорт, садишься, вылетаешь, и ты за это время можешь размышлять о своих делах или там за ноутбуком работать, не вопрос. А когда ты находишься в поиске, ищешь песню, это может уйти уйма времени, вот это распределять, да, сложно, на То самом есть деле. выход на сцену для вас это больше отдых? Да, нежели вы работа. точно То поняли, есть как да. хобби. Да. Хорошо, я еще раз напомню телефон прямого эфира 59-20-01. И хочу еще раз анонсировать, что группа «Алдавай» сегодня с нами, Шокан Мураталы, а также Данияр Узбеков. Ребята приехали сегодня с Алматы, буквально с корабля на бал, так сказать. И ребят мы выхватили на час прямого эфира в рамках программы «Кефир». Если вы хотите нам написать в социальных сетях, то это вполне возможно на Фейсбуке, на Одноклассниках. И рада сообщить, что есть у нас первый телезритель на связи. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорим погромче, отойдите, пожалуйста, чуть подальше от телевизора. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я бы вот хотела задать вопрос этим ребятам. Добро пожаловать в наш город. Спасибо. большое. Как у вас настроение? Отлично. В Бишкеке у нас всегда хорошее настроение, мы веселимся, нас тут встречают друзья. Вот, Бураш, наша хорошая подружка. Чуть позже мы встретимся с Ильязом. Я думаю, сегодня будет еще лучше настроение. Как наши телезрители зовут, Вот можно у нас- узнать? У меня такой вопрос. Вот насчет вашего стиля. Как вы там подбираете и кто у вас стилист? Насчет именно сценического стиля или стиля в одежде? Сценического. Сценического. Хорошо, я хотела бы знать, как вас зовут? Эля. Эли, очень приятно. Вы случайно не Спасибо дизайнер? большое. Спасибо большое за звонок. Ее больше интересует ваш сценический стиль. Ну, у нас есть стилист, он работает именно, ну, он не один. Несколько, целая К группа. определенным людям мы приходим, скажем, для съемок клипа, к определенным для сцены. Некоторые стили мы подбираем сами. Да. Хорошо, а в целом, какие образы вы для себя подбираете? Мы пытаемся сочетать два направления, которые нам наиболее близки по нашему духу и ментальности. Это спорт и классика. Все, что касается спорта и классика, нам нравится. Но мы не можем
допустим, постоянно ходить в спортивном костюме или постоянно в галстуке. Мгм. Вот именно на линии соприкосновения этих двух направлений мы и одеваемся. Мгм. То есть хорошо, как раз такой современный тренд, классика и спортстиль. 59-20-01, телефон прямого эфира. У нас сегодня группа «Алдавай» в гостях, Данияр и Шокан. Рады отвечать на любые интересующие вас вопросы. Я думаю, сейчас мы прервемся на небольшую нашу рубрику, которая называется «Кей-фото». После этого мы также будем вместе с вами. Телефон прямого эфира 59-20-01. Сколько шагов до тебя, сколько же планет, рек или даже морей мне преодолеть. От тебя до меня 100 ночей, один рассвет, но в глазах твоих я вижу свет. На все ответ, теперь я точно знаю. И вот интересные фотографии, обрывки из жизни наших сегодняшних гостей. Напомню, что группа «Алдавай» сегодня с нами. Ребята с Казахстана приехали буквально несколько часов назад. Солист данной группы — это Шокан Маратулы, а также Данияр Узбеков сегодня у нас в гостях. Вот сейчас посмотрели фотографии, очень интересные фотосессии были проведены. Расскажите, пожалуйста, вот вы работаете со специальными группами, вот, профессиональными фотографами, или вы больше сами придумываете идею, и фотограф ее воплощает? Как вообще весь этот процесс происходит? Потому что каждая ваша фотосессия, она проработана вот до мельчайших подробностей, как я заметила. Да. Знаете, мы немножко тут отвлеклись от главного. Сегодня ведь День всех влюбленных. Вот, позвольте нам поздравить всех бишкекчан, кыргызстанцев с этим замечательным Днем любви. Хоть это и не наш западный праздник, но тем не менее праздник во имя любви, он должен быть. Поэтому давайте будем все любимы. И самое главное, научимся любить. А ведь любовь — это не только получать, но и принимать. Хотим также отметить, что в Бишкеке очень красивые девушки. Вот, нам очень нравится наш друг и партнер, и просто прекрасная девушка, певица Бураж. Мы с ней сняли отличное видео, и скоро его выпустим. Очень красиво. Мы сегодня, как на правах исполнителей, смогли посмотреть уже черновую версию. Нам понравилось. Саша Белов режиссер, он очень старается, и я думаю, все будет клево. Также вы очень прекрасная девушка. Да, нам приятно с вами общаться. Вот. И на самом деле мы бы хотели поговорить о вашем творчестве, потому что очень много казахстанских исполнителей сегодня поют песни кыргызских авторов. Это Да. вот очень интересно уже, да. Да. И я хочу сказать, что на этой земле проживает действительно очень много талантливых людей. Вот. Мы с Данияром часто обращаемся к вам, к вашим композиторам и авторам за материалом. Вот. Почему мы приехали сегодня к Ильясу Абдразакову? Потому что он участвовал в создании нашего нового казахского альбома. Он создал туда музыку и мотивы. Мы уже там написали сами текста, слова. Ну и в знак нашей благодарности этого сотрудничества мы не смогли не приехать. Мы отказались сегодня от ряда мероприятий в Казахстане, в соседнем Шымкенте, чтобы просто поддержать нашего друга. Потому что мы очень ценим его талант, ценим его человеческие качества. Вот. Хотим сказать, что очень скромный
люди живут здесь воспитанные. Нам это очень нравится. Мне на самом деле очень радостно, что есть музыка, которая объединяет два народа. Да. Соседних, по сути, и слова у нас одинаковые, и, Да. и даже внешне мы одинаковые, поэтому я думаю, ни для кого не секрет, что как казахи, как и кыргызы, мы братья и сестры, поэтому если есть у вас вопросы к нашим гостям, 59-2001 на телефон прямого эфира. Ребята сегодня очень радостно и позитивно присутствуют на нашем эфире по программе под названием «Кефир». Также пишите нам на Фейсбуке, на Одноклассниках. Мы продолжаем нашу беседу. Будем ждать, еще есть, в принципе, время, чтобы до нас дозвониться, задать свои вопросы. И затронули мы тему любви. Сегодня все-таки 14 февраля. Я как полагаю, что вы отказались не только от своих концертов и корпоративов, а также отказались от времени, которое могли провести со своими любимыми людьми. Даник отказался, а я сбежал. Вот. Хорошо. Я смотрела ваше недавнее интервью, которое вызвало бурю эмоций. Но я думаю, самое интересное оставим напоследок, так как Шокан является холостяком, как я полагаю. Или что-то поменялось? Нет, пока Еще ничего. нет. Хорошо, я думаю, этому факту киргизчане точно обрадуются. Но меня больше интересует, наверное, знакомство Данияра со своей половинкой, потому что вы, в принципе, афишируете свою личную жизнь. Мы знаем, что многие звезды стараются как-то избежать этих вопросов. Вы же открыто на них отвечаете. Расскажите, пожалуйста, немного о знакомстве со своей второй половинкой. Ну, здесь как бы секретов нету. Дело в том, что это, можно сказать, все происходило как раз-таки на почве шоу-бизнеса. То есть ваша половинка также представительница шоу-бизнеса? Нет, начиналось все с кастинга в клип, который мы снимали на песню Жанну, на которую она пришла. Мы там с ней познакомились. В общем, она у нас снялась в клипе, и у нас с этого началась дружба. В данный момент я женат, и у меня есть сын. Уже он бегает, Здорово. годик ему. Очень похож на Данияра. Хорошо. А как же вы вообще покинули свою семью и сегодня приехали к нам в Бишкек? Ну, все-таки надо поддержать своих друзей, тем более... Они вчера отметили. Мы вчера отметили. Ильяс, тем более, очень написал нам хороший альбомчик. Я думаю, не поддержать это было бы очень плохо. Хорошо. А что же сейчас делает ваша семья в это время? Они ждут меня. Мы выступим, Да. думаю, и сразу поедем домой. Мы, в свою очередь, своим творчеством стараемся еще посодействовать сближению наших народов. Ведь, как известно, Кыргызстан вступил в Евразийский союз. Мы поддерживаем интеграцию наших стран, наших народов. Вот. И вообще мы считаем, как вы уже сказали, действительно, что мы очень близки. Мы вот ходим здесь, читаем ваши названия. Ну, они те же самые, что и казахские, просто произношение другое. Вот. Некоторые буквы Да. по-другому произносятся. И люди, да, действительно похожи. Вот. И как будто вот Алмата Один сама, народ да. как будто, да? Алмата сама на Бишкек или Бишкек на Алмату похожи, да, такие же И не зря города. мы еще так рядом Культура одна. находимся. Да. Полностью одна Вот культура. Шукан сейчас заговорил такими политическими терминами. Я думаю, политическая закалка все-таки дает о себе знать. Я знаю, что вы баллотировались в депутаты. Расскажите подробнее более о том, как пришло к вам это решение. Вы устали от творчества? Или все-таки желание, может быть, вы больше по своей части перфекционист, который хочет все и всегда совмещать? Или что-то, может быть, сподвигло, что-то в вашей стране не нравилось, что вы решили исправить ситуацию? Я просто хочу власти. Сегодня все карты раскрыты. Дайте мне. Да. Я хочу править. Ну, я думаю, Кыргызстан в принципе не будет против того, чтобы Шокан завоевал нашу страну. О, мы сейчас международный скандал устроим. Я сейчас, да, говорю от имени всех, естественно, представителей женского пола. Вот. Ну, мне достаточно только одну завоевать. Я вообще говорю, не о ком конкретно, да. Да, я баллотировался, это было в 2012 году. Мы там собрали нашу предвыборную программу, очень интересную. Ну, она как бы опиралась на молодежь, несла ряд позитивных изменений в сфере трудоустройства молодежи, потом борьбы там, с разными негативными факторами, связанными с наркоманией, ну, по здоровью, в общем, там целая обширная программа была. У нас были здравые инициативы, хорошие такие проекты. Но это был интересный опыт. Потратили много денег, и все. Хорошо. И не То есть выиграли. депутатом вы не стали. И нет, не стал. Как вы думаете, в связи с чем? Коррупция или какие-то еще другие факторы? Может быть, вам каких-то качеств не хватило? Как вы думаете, в связи с чем? Ну, нет, мы просто плохо подготовились. И, наверное, на тот момент
мы были не готовы, вот. Но, тем не менее, мы попытались. Как вы считаете, не связано ли это как-то с вашим позиционированием? То есть вы до этого были артистом, были музыкантом, и у вас было другое амплуа все-таки. Может быть, в связи с этим казахский народ Ну вот смотрите, не принял Айжамал, вас как депутата? вот вы, наверное, на выборы не ходите, не голосуете, да, я так думаю? Хожу. Да ладно. Хожу. Вот 99% люди приходят, они не знают тех людей, которые кандидатами являются. Мгм. Потому что те начинают буквально там за месяц только активную пиар-компанию, но за это не успевает время люди что-то о них узнать. Здесь у нас в Казахстане за 15 лет у Алдавай сложилась тотальная узнаваемость. Если люди даже сразу не могут идентифицировать, они все равно говорят, лицо знакомое. То есть вот здесь было явное преимущество наоборот. То есть люди уже понимали, это вот То есть я это его было знаю. неплохо. А ведь человек всегда, когда узнает, он уже ему как бы доверяет. Потому что знакомое вызывает определенную как бы эмпатию, да, доверие. Да это так вот, мой чисто, может быть, обывательский взгляд. Но что касается других аспектов, то там был, конечно, полный провал. Да. Допустим, я, может быть, там не совсем понимал ситуацию, какие-то течения, там, это плохо там ориентировался в каких-то моментах. Так что я не склонен здесь перекладывать вину и ответственность за это на кого-то. Ну, мы знали, на что мы идем, что мы несем риски, ну вот. А каковы сейчас ваши приоритеты? Планируете ли вы, продолжая свою политическую и социальную деятельность, может быть, попытать свое счастье? Понимаете, в вот этой сфере? у нас с Данияром, у нас целая философия. Алдавай — это не просто для нас музыкальный проект, вот мы поем и все. Это целая философия, это взгляд на жизнь. Вот мы несем это посредством наших песен, посредством того, как мы держимся на сцене, как мы разговариваем. То есть это некая культура жизни молодого, успешного человека реализоваться во всем. Ну, не во всем, все пальцы в рот не положишь, как бы, ну, по крайней мере, где есть возможность или способность развивать себя, свой потенциал. Вот мы, допустим, с Данияром активно занимаемся спортом, новым направлением кроссфит. Сложнейший спорт, очень выматывающий, но при этом дающий отличные результаты. Мы просто сейчас там, по нам не видно, мы одеты, а вот так вот. А так мы выглядим отлично. Вот. Потом... Я в этом не сомневаюсь. Вы расскажите, пожалуйста, а сколько времени спорт занимает у вас в жизни? Ну, каждый день 2 часа мы отдаем спорту. Каждый день. Может быть, это, иногда я думаю, может, это слишком много, но, тем не менее, пока есть такая возможность, мы не обязательно ей воспользуемся, не упускаем возможности такой. То есть у вас коллективное занятие спортом? На самом деле мы ходим туда как на работу. И действительно пашем. Мы пашем так, что вот прям под нашими ногами пол мокрый от нашего пота. Каждый день у вас спортивные занятия проходят? Да. 2 дня мы отдыхаем. Ну, допустим, сегодня и завтра мы отдыхаем. Хорошо, то есть именно понятие такого клубного отдыха, алкоголь, сигареты от вас далеки? Ну нет, почему? Бывает, вот как сказал один мой друг, зачем заниматься спортом, если ты не можешь себе позволить выпить? Да. Хорошо. Ну только по Ну, виски каким-то можно веским позволить, поводам. да, виски можно Ну, позволить. литра 2, там. Хорошо, сегодня, как вы считаете, такой повод или нет? Ну, посмотрим, если будет много красивых девушек, то да. Хорошо, дорогие друзья, если есть у вас еще возможность освободить сегодняшний вечер, можете приобрести билеты на концерт Ильяса Абдразакова, где как раз-таки выступит группа «Алдавай». Я уже напомню, что телефон прямого эфира 59-20-01. Сейчас мы прервемся на еще одну музыкальную паузу. Сейчас вы увидите одну из музыкальных композиций группы «Алдавай». После этого мы продолжим нашу беседу. Не переключайтесь. Сенсің тәтті қиялым, сені қалай қиямын, сенсіз қайда сиямын, жаным, жаным. Қайда жалғыз жүрсем де, қалың ойға кірсем де, асыл арман бір сенде. Жанарыма жылына аласың ба,
ұмыттың ба келер қайта шын ұқтың ба айды күнде батады жылдар өтіп жатады сағынышым қалады жаным жаным енді мені қинама өз жолымда қалама бақытымды табама жанарыма жылына аласың ба сен жанымда бағым боп қаласың ба күндер қайда сен оны ұмыттың ба келер қайта шын ұқтың ба жанарыма жылына аласың ба сен жанымда бағым боп қаласың ба күндер қайда сен оны ұмыттың ба келер қайта шын ұқтың ба келер қайта шын ұқтың ба Очень веселый, позитивный сегодня эфир. Напоминаю, что группа «Алдавай» сегодня с нами. 59-20-01 наш номер. Можно дозвониться, задать любые вопросы нашим гостям сегодняшним. Сегодня поздравляем мы таким образом от имени нашего канала вас с праздником. Есть у нас телезритель на связи. Надеюсь, что он нас дождался во время перерыва. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Как вас зовут? Меня зовут Марина. Марина, слушаем. Поздравляю вас всех нас с сегодняшним днем, Спасибо наших большое. гостей, Вас которые также. сегодня приехали в этот день. Очень хорошо выглядите, сравнительно. Вот сейчас вы говорили насчет крофта или как там называть сложными занятиями. Спорт, кроссфит. Да, кроссфит вообще. Но сразу видно то, что вы говорите сейчас, то, что не видно под кофтами, все видно. Это мы напрягаемся. Отлично выглядите, да. И вот такой вот вопрос на сегодняшний день. Была ли безответная любовь именно в студенческие, может, школьные года? И насколько вот это продлилось, как вы с этим боролись? Или никак, или как? Хорошо, спасибо большое Марине за основательную подготовку к выходу в эфир. Я думаю, безответная любовь наверняка была в жизни каждого человека. Или, может быть, у вас какие-то свои истории из жизни. Я хочу, чтобы Даньяр рассказал все-таки, а то он у нас сегодня молчит подозрительно. Да, я понял, я тут. Ну, у меня первая любовь, она была, я как помню, в 10 классе я влюбился в девушку. Она тогда пела у нас в актовом зале, я когда увидел, как она поет, я сразу влюбился. Я очень любил людей творческих, хотя сам тогда еще не являлся творческим человеком. Ну, в общем, мы с ней, нас закрутилось, и потом она меня отвергла. Я очень сильно переживал, страдал, бегал за ней еще за полгода, я обратно ее вернул. И потом я ее отверг, и все нормально. Как рукой сняло. Обычный сценарий из жизни. Шокану, были ли у вас такие ситуации из жизни? Да, это было однажды на первом курсе, вот, и как раз, ну, она тоже танцевала на сцене. Ну, почему вот мужчинам нравятся вот, люди творческие, девушки творчества, я не знаю. Ну, мне понравилась танцовщица, тогда был очень модный клуб диско Айя. Весь город там тусовался, и там девушка на сцене танцевала. И я, наверное, как и многие, был в нее влюблен. Ну, конечно, она меня игнорировала, тем более я тогда был почти гол там. Были ли у вас какие-то попытки привлечь ее внимание? Ну да, я ей названивал, ей там этот, как банный лист прилип к ней. А вот, но она меня не отшивала. А потом я решил стать знаменитым. Вот, чтобы привлечь ее внимание. Да. И когда я стал знаменитым, то она мне оказалась больше не нужна. Вот. И была безответная любовь, но уже с моей стороны, ко всем.
Ну, у вас практически одинаковые ситуации в жизни. Хорошо, вот я заметила, что многие артисты, они, так как у них и так творчества слишком много в жизни, очень много внимания, стараются особо не афишировать свою личную жизнь и выбирают спутниц, которые никак не связаны с шоу-бизнесом. Шокан, вот вы свою спутницу как видите? Она должна быть также творческой, чтобы вас глубоко понимать? Или это должен быть человек, наоборот, далекий от шоу-бизнеса? Я думаю, что творчество есть в каждом человеке, даже в строителе. Вот. И как бы говорить, творческий или нет, может быть, не совсем было бы верно. Я бы просто не хотел, чтобы она пела бы, потому что Почему? это будет доставлять мне много лишних хлопот, переживаний. Зачем? Вот. Гораздо, чтобы было все более предсказуемым, спокойным. Семейная жизнь, наверное, она Ну, мне кажется, какому мужчине понравятся восторженные взгляды мужчин, других, которые смотрят на твою супругу, на твое сокровище. То есть ваша супруга сидит дома, она домохозяйка? Моя супруга сейчас с ребенком до 2 лет. Дальше, да, она приступит к своей работе. Но Она у это меня тоже, опять же, стюардесса. не шоу-бизнес. Нет, Стюардесса. стюардесса. Но на стюардесс тоже поглядывает мужчина, не так? Ну, у телевидения и там у интернета гораздо шире аудитория, чем у самолета 130 пассажиров. Все-таки мои представления сейчас лишний раз доказываются. Да, все-таки зачем? Да и потом артисты, девушки, они вынуждены как бы, ну не флиртовать, ну по крайней мере уделять внимание своим поклонникам. А кому это понравится? Ну, я думаю, жизнь непредсказуемая, всякое может быть, поэтому не стоит зарекаться. Ну, мы сейчас 59. такой возраст, там, 59. 59? Нет, 40, нам не 59, да. Но в таком возрасте, в котором как бы уже надо выбирать осознанно, а не в омут с головой, а то это будет смешно просто. Хорошо. Я напомню номер наш 592001. У нас есть телезритель, который заждался. Давайте его поприветствуем. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. Вот я хотел задать вопрос вашим гостям. Когда они приезжают в Бишкек, куда они ходят покушать? И отличается ли наша кухня от кухни алматинской, казахской? Хорошо, спасибо большое нашему Спасибо. телезрителю за звонок. Интересный вопрос. Да, интересный да. вопрос. Спасибо за такие вопросы Да. интересные. Чем питаете, расскажите. Вот сегодня приехали, как вы пообедали? Я вот как раз сижу и вас жвачку спрашиваю. Вы знаете, отлично кормят. Вот. Но я думаю, здесь нам тяжело оценить, потому что наш... На самом деле кухня ничем не отличается, по сути. То же самое, что и в Алмате, и что в Бишкеке. Это европейская и национальная кухня. Ну, это же, можно говорить в том случае, если вы поехали, грубо говоря, в Таиланд, где действительно другая кухня. Там можно было говорить об отличии. Ну, что еще добавить? Ну, очень вкусно. Мы здесь покушали некоторые заведения, больше очень всего понравилось. любите? Вы знаете, вот Скажите нам. я ничем не отличаюсь, согласен с Данияром. И что удивительно, где мы не были, везде вкусно готовят. Да, очень вкусно. Но здесь есть небольшой подвох. Вот. Мы не можем быть объективны, потому что Бураш, наша подружка, она нас встречает. И она, конечно, ведет на самые лучшие вкусные места. Вот. Так что я думаю, что мы просто не видели всего. Хорошо, но что должна уметь готовить девушка, чтобы очаровать Шокана? Расскажите мне, пожалуйста. Что уметь? Да, что она должна уметь готовить? Здоровую спортивную пищу. О, если она будет... Протеины, гейнеры, чтобы... Нет, а если она будет делать зеленый фреш, если она будет там курицу без углеводов отдельно делать, все вот это вот А раздельно. если еще и сама будет вести здоровый образ жизни, это вообще прекрасно. все, это идиллия, вот. Хорошо, мы таким образом уже вот по кусочкам собираем идеал для девушки, для Шокана. Напомню, что Шокан Мураталы, а также Данияр Узбеков сегодня у нас в гостях, солисты группы «Алдавай». У нас есть следующий звонок на связи. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Давайте попробуем еще раз связаться, прямой эфир. И если вы еще на связи, то отойдите подальше от телевизора. К сожалению, помехи возникли, но еще есть время дозвониться. И напомню, что чтобы нас услышать, нужно отойти подальше от телевизора и убавить громкость. 592001, телефон прямого эфира. Мы продолжаем нашу беседу с группой «Алдавай». Ребята, вот вы 15 лет на сцене. Как вам удается сохранить свою популярность и остаться на плаву? Потому что все-таки много подрастающих групп, не менее талантливых, не менее красивых. Что для этого нужно, чтобы оставаться популярными именно вот на казахстанской сцене, у нас в том числе? Ну, это как и в боксе. Например, если боксер перестанет работать над собой, на тренировки ходить, то
он проиграет следующему претенденту на титул чемпиона. Также и мы работаем. Продолжаете работать? Ну, над надо собой? просто любить то, что ты делаешь, выпускать музыку, в первую очередь, которая нравится тебе, которую ты сам слушал бы в машине, дома, во время спорта. Потом, наверное, нас сильно вытаскивает наше умение работать на сцене. Я могу как бы утверждать, что так как мы, ну, в Казахстане никто не работает. Может быть, это То не есть группы появляются, исчезают, появляются, исчезают? Ну, в смысле, нет, исчезает, появляется, ну, всякое. Ну, так как мы работаем, ну, пусть это звучит нескромно, но, тем не менее, это мое мнение, то мало кто у нас работает. Ну, чтобы привлечь аудиторию, стараетесь ли вы поменять свой стиль, именно пение, может быть, образ какой-то сценический поменять? Мы его поменяем только если мы сами из этого захотим. Пока что такого желания нет. Внутренний мир, он как бы и живет в наших песнях тоже. Да, мы же отражение в песнях это нашего внутреннего. Наверное, мы остаемся преданными своему делу и самим себе. Вот, в этом может быть правильно. Я думаю, что вы вкладываете душу в свое дело, поэтому вас так тепло принимает не только казахская аудитория, но также кыргызская. Поэтому у нас такой шквал звонков, телезритель уже заждался. Надеюсь, что в этот раз помех не будет. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Привет, кто у нас на связи? С праздником Святого Валентина, хотя Спасибо мы не большое. справляем этот праздник не 40 лет. Вот мне интересно, я всегда была влюблена в казахских парней. Ну, к сожалению, родители меня не пустили учиться в Алмату. У меня такой вопрос. Сейчас вообще нашей молодежи повезло, то, что вот мы с казахскими артистами как бы часто они стали приезжать к нам. Вот нашей аудитории нравится, например, Батырхан Шукенов. Я в него влюблена, да? Вот интересно, вот почему бы как бы для нашей аудитории не пригласить его тоже как-нибудь, и как это, я не знаю, как это можно сделать. Я бы с удовольствием сходила на него, и мюзикола тоже. Хорошо, а если телезрительница еще на связи, расскажите, пожалуйста, есть ли у вас вторая половинка? Конечно. Он полуказах. А сейчас вы можете поздравить свою вторую половинку в прямом эфире с праздником влюбленных. Ну, здравствуй, дорогой Мухаммед. Опять же, я звоню казахам, потому что у него мама казашка. Поздравляю тебя с днем Святого Валентина. Ну, как бы для нас не праздник, но все равно это какой-то повод, чтобы поздравить. Спасибо тебе за детей, за нашу 20-летнюю совместную жизнь. Ну, и вас тоже так же поздравляю. Хорошо, И вот- спасибо большое, И вот мне просто некуда обратиться, чтобы казахские артисты, я желаю, чтобы казахские артисты, если вы с ним столкнетесь, Шукеновым, пожалуйста, спросите, почему он не приезжает в Кыргызстан. Хорошо, спасибо Я большое, думаю, это нашей не в его телезрительнице. компетенции, да, как бы. И когда пригласят, я думаю, он с удовольствием приедет. Еще, знаете, вот у вас есть такая радиостанция, не знаю, в вашем эфире, можно ли называть ее, ну, она известная, Тумар ФМ. Мне очень нравится эта радиостанция, ее политика, то, что они крутят среднеазиатские песни, как бы допускают не только киргизские, но и казахстанские, узбекистанские, даже турецкие. Вы знаете, что у нас принцип такой же у канала, так как все-таки музыкальный канал, у нас музыка Средней Азии. Поэтому Это очень хорошо. ваши клипы мы тоже будем с радостью ждать. Я думаю, что по мере возможности вы будете нам скидывать ссылки на все новые клипы. К сожалению, да, вот хотел сказать, что почему мы вот отмечаем в Казахстане до сих пор почему-то хотят крутить в основном российскую музыку или Запад. зарубежную, Или да. Запад. Мне кажется, наша музыка намного самобытнее, интереснее и красочнее. Хорошо. Но ваши песни в основном на русском, как я полагаю. Ну, Нет, почему же? у нас есть 50 на такое? 50. 50 на 50. ну даже не будем кривить душой, 70 на 30, да. Больше на русском, но в чем дело? Но все-таки вы ориентируетесь больше на молодежь, так как молодежь больше русскоговорящая. Нет, дело в том, что у русскоговорящих, у русского языка гораздо больше рынок. Нас могут слушать и в Москве, и в Алмате, и в Кыргызстане. Если мы споем на каком-нибудь из этих трех, или на казахском, или на кыргызском, мы ограничим свою аудиторию то ли с 5 миллионов, то ли казахстанских 15 миллионов, то ли русскоязычных 500 000 000 людей. Ну хорошо, это вполне обоснованный ответ. Сейчас хотелось бы, чтобы вы исполнили в прямом эфире одну из своих композиций. Пусть это будет песня на казахском языке, патриотичная. Мы, конечно, любим петь после обильного обеда или там ужина. Но что-то готов ли ты? Да, Если можно. хотите, мы можем прерваться на небольшую паузу, если вам нужно распеться. Да нет, нам ничего не нужно. Хорошо. Нам нужна только санкция прокурора. Да. Все, санкция прокурора имеется. Это вы прокурор?
По всей видимости, да. Хорошо, ребят, что будем исполнять сейчас? Кутмену давай. Или Жаном. Или Жанну. Жаном, одна из самых любимых композиций в Кыргызстане, я думаю. Давайте эту песню исполним. С куплетов? Или Нет, с припева. припева? Ну, давай. Жанарыма, жылына аласың ба, сен жанымда, бағым боп қаласың ба, күндер қайда, сен оны ұмыттың ба, келер қайта, шын ұқтың ба. Ну, примерно Спасибо большое, да, очень рада наконец-то услышать эту песню вживую. Я вижу, что ребятам, в принципе, и распеваться не нужно, голоса у вас бархатистые. И песня такая, знаете, родная, за душу берет все-таки Жаном, особой Кстати, разницы вот, нет. хотел внести ясность. Автор этой песни Эдуард Бердалиев. Он автор песни «Танец под дождем». Надо Потому же. что много мнений, кто эту песню написал. Я хочу поставить точку в этом вопросе. Это написал Эдуард Бердалиев. Он же написал нам песню «Жаном», и он же написал нам песню «История любви», вот, на которую мы сняли клип недавно с Бураш. Отлично. У нас есть следующий телезритель на связи. Давайте не будем его томить ожиданием долгим. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Джилдыз. Джилдыз, с праздником вас. Слышим вас. Спасибо. Я вот хотела бы поздравить вас сегодня с таким праздником, День любви. Очень рада за группу «Алдавай», что они приехали сегодня. Спасибо. Глядя сейчас на них в прямом эфире, очень хотелось бы поблагодарить их родителей. Мне кажется, только в любви рождаются такие прекрасные дети. Спасибо. Очень воспитанные, очень умные. При всем том, что они такие знаменитые, они сохраняют, как бы сказать, такое спокойствие. Видно, что они очень хорошие люди. Поэтому вот хотелось бы поздравить, чтобы они оставались всегда такими красивыми, воспитанными, благородными. Вот. Спасибо Спасибо большое, Джилдыз. Я же, в свою очередь, так как все-таки сегодня день влюбленных, хотела бы у вас спросить, есть ли у вас вторая половинка? Конечно, у меня Хотелось бы, муж. чтобы вы в прямом эфире поздравили ее во всеуслышание. Поздравляю своего любимого мужа Мелиса, своих детей. И поздравляю всех кыргызстанцев. Вообще поздравляю весь мир с праздником влюбленных. Спасибо большое, спасибо огромное, Джилдыз. На самом деле, я думаю, вы правы в том, что это праздник не только двух людей, это также праздник семейный и праздник друзей. Можно мы поблагодарим? Конечно, да. можно. Джилдыз, вы знаете, вот так вот, нам приятно, что вашу программу смотрят такие интересные, адекватные люди, которые вот так вот очень красиво изъясняются. Спасибо большое, нам приятно, и мы вам желаем тоже всего самого наилучшего. И чувствуется, что вы человек тоже очень интересный, интеллектуальный. Дай Бог вам здоровья. И самое главное, счастливый, потому что у человека есть любовь. Шукан, вот я говорила позже, что все-таки самое интересное оставим на десерт. Недавно вы давали интервью тоже в одной из казахстанских программ, и, можно сказать, разгорелся такой бунт в интернете, обсуждение комментариев по поводу вашей личной жизни, что вы до сих пор находитесь в поисках. Да. Это так. Хорошо, почему до сих пор вы не нашли? Вы становитесь с годами более придирчивым, или, я не знаю, или какие-то у вас есть какая-то высокая планка, которую не могут достичь девушки. С чем это связано? Да я не думаю, что какая-то планка есть. Я сам не могу себе до конца ответить на этот вопрос. Ну, хотя, может, и могу. Но есть мое мнение, возможно, оно правильно, возможно, нет. Просто я не задумался раньше над этим. И, кстати, вот... Да, я просто, наверное, не задумался. Еще, видите, я склонен это как бы углубленно, если рассматривать. Когда я был маленький, к сожалению, умер мой отец, и мама одна нас воспитывала, и в моих глазах не было модели семейных отношений. И поэтому, наверное, я никогда не думал об этом. Я не сформировался в этом направлении достаточно своевременно или правильно. Так. Может быть, из-за этого. Не знаю. Сейчас у вас есть какая-то модель семьи идеальная? Ну, я над этим усиленно работаю, потому что если я этого не получил, я могу это создать сам. Я как бы визуализирую, представляю, там, работаю. Ну да, стараемся. Потому что самое главное все-таки это семья, продолжение рода. И я хотел бы вот сказать всем бишкекчанам, мы вот с Даниаром в Алмате, в Казахстане тоже об этом всем говорим. Во-первых, не надо умалять роль отца.
Потому что женщины нынче пошли эмансипированные, чуть что там, да мы сами там. Нет. Важна роль и двух родителей. Потом часто в интернете, в соцсетях там мама то, мама это, мама святое. Это, конечно, правильно. А про отца забывают. Мы ни в коем случае не оспариваем, а почему-то несправедливо уменьшается роль отца. Мне кажется, здесь одинаково. То есть вы все-таки по натуре семьянин? Ну да. Мы скорпионы с Данияром, кстати. Даже Макс, который Кстати, стоит в скорпион аэропорту. это один из самых сильных и вредных знаков, И насколько семейных. я полагаю. И семейных. Да. Ну, насчет вредных не знаю, может быть. Но мы как-то же уживаемся. Ну, наверное, потому что два сильных знака собрались в одной команде. Да, поэтому... 59-20-01, телефон прямого эфира. Есть у нас очередной звонок на связи. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Барат. Хотел бы задать вопрос. Говорим, пожалуйста, чуть погромче и более четко. Вы же говорите то, что вы друзья Ильяс Бакешки, там, братишки. Вы тоже будете петь с ними или как? Вы певцы? С Ильясом петь. Да, вот, спасибо. Хорошо, я думаю, вопрос нам ясен. Можете вы повторить? Ильяс Абдразаков, человек, на концерте которого вы сегодня примете непосредственное участие. Споете ли вы сегодня на концерте какие-то совместные песни с ним? Спросила Мы телезрительница. споем его песню, а совместных дуэтных у нас песен нет. Его песню какую вы исполните? «Эй, сулу кыз биле», что переводится «Танцуй, красавица». То есть песня будет исполнена на кыргызском языке? Нет. А что, это по-кыргызски так же звучит? Точно так же. Хорошо, я думаю, сейчас многие телезрительницы уже в предвкушении вечера, ведь на концерте Ильяса Абдразакова выступит группа «Алдавай», и сегодня они сидят вместе с нами. Посчастливилось нам, мне лично сегодня брать у них интервью. Напомню, 59-20-01, телефон прямого эфира, также доступны мы на Фейсбуке, на Одноклассниках. Дозвонился до нас уже следующий телезритель. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Зарема. Зарина, слушаем вас. Я хотела просто пожелать парням, вот именно без вопросов, без всяких, просто хотела поздравить с праздником и пожелать, чтобы у них все было хорошо и в творчестве, и в жизни, и чтобы они добились всего того, чего они сами хотят. Спасибо большое, Зарина. Расскажите, пожалуйста, какую песню группы «Алдавай» вы больше всего любите? То, что они спели сейчас в прямом эфире. Песня «Жаном», да? Хорошо, спасибо большое. Говорила же я, что эту песню у нас слушают везде. Да, у меня это лично очень в плейлисте приятно. эта песня была, да. Была? Теперь опять пусть будет. Была, да. Верните её. Придется, да? Я думаю, нет, не придется. В обязательном порядке я уже скачаю диск, может быть, целый даже вы мне если подарите. Да. Я обязательно буду слушать каждый день. Вот я заметила, что девушки нам в основном звонят. То есть ваша аудитория в основном это женская. Ну, слава богу. Мы не группа казаки, как вы заметили, да. Вот. Мы вполне, как это называется, это слово? Ну, в общем, мы женолюбы, да. Мы нормальные. Да. Хорошо, вот, например, группа «Казаки» к нам в Бишкек приезжала, у нас такой скандал разразился, но, к сожалению, они к нам на эфир не попали, но я знаю, что у них есть сценическая амплуа, они танцуют на каблуках, это привлекает людей, но при этом в жизни они остаются мужественными. Вы не пытались какие-то вот такие вот фишки внести в свои Что вы образы, хотите чтобы нам привлечь предложить? внимание людей? Нет, вы знаете, откуда вы знаете, остаются ли они в жизни мужественными? Конечно, творчество, оно индивидуально. Ну, пусть они, может быть, действительно супер талантливые люди и творческие, но дело ведь не в этом. Дело в том, что своим творчеством они несут разложение в обществе. То есть Здесь вы идет пропаганда. к творчеству этой группы относитесь негативно? Мы относимся именно к творчеству. Может, к ним они действительно талантливые. Да, это пропаганда. Не хотелось, чтобы люди пропагандировали как по, как я Извращенные считаю, отношения. Извращенные, да, это же неправильно, когда мужчина с мужчиной, девушка с девушкой. Это очень плохая пропаганда, тем более для молодежи, которая еще не сформулировалась, как бы сама, не понимает, где плохо, где хорошо. Она может понять, что это нормально, а на самом деле это не нормально. Пусть это звучит немножко как бы нудно, да, или там не так модно, но я вам скажу, все-таки мужчина должен остаться мужчиной, а женщина женщиной, и все это ведет к вырождению не только людей, но и народов, вот эта пропаганда. Поэтому мы за то, чтобы этого не было. Не было. Пускай люди поют о любви, о разных, столько тем в жизни. Ну зачем
воспевать извращенные отношения. Хорошо, ваша позиция ясна, я думаю. Ваши песни как раз-таки практически все о любви. Ну да. Пусть лучше песни будут о любви на самом деле. Тем более в такой день, когда День Святого Валентина, повод лишний раз признаться своему любимому человеку, рассказать о своих чувствах. 59-20-01, телефон прямого эфира. У нас есть на связи очередной телезритель. Здравствуйте, добрый вечер. Снова здравствуйте, я дозванивалась к вам. Меня зовут Марина, и еще хотела вот вопрос второй задать. Вот вы говорите, уже 15 лет занимаетесь творчеством, и вы по знаку зодиака вдвоем скорпионы. В творчестве и в жизни, как у вас слаживались бы, конфликты были или такие сложные ситуации были, недопонимания друг друга? Вот. Хорошо, спасибо большое вам за вопрос. Я думаю, вопрос, наверное, задают везде, практически во всех интервью. Но, как вы сказали ранее, вы хорошо ладите друг с другом. Или все-таки конфликты бывают на почве каких-то моментов? На почве ревности? Может быть, и ревность. Вот, я не знаю, кто его знает. На самом деле, когда мы только начинали работать и были юны, как бы горячи, молоды, мы, возможно, конфликтовали, но это в основном все на уровне, в плане заработки, да, там, в плане песен, где-то не соглашались. Это было все на уровне работы. Сейчас таких моментов не возникает совсем? не возникает. У нас, конечно, были моменты недопонимания, споров, взаимных претензий, обид. Это нормально. Мы же люди, тем более, понимаете, когда ты гастролируешь и живешь с человеком, как вот бок о бок на протяжении долгого времени, то ты уже по-любому бывает... Уже начинает бесить. Да, по-любому случаются трудные моменты, когда там недопонимание. Ну, мы это все прошли, сейчас мы прекрасно зато друг друга понимаем. Отлично. Да. Я думаю, что за 15 лет по-другому быть и не могло. Все-таки такой у вас багаж опыта. К сожалению, ребят, наша программа подошла к концу, но я так, как вам вначале и говорила, очень быстро все проходит. Я еще очень много чего хотела узнать. Я думаю, наши зрители тоже, но я думаю, это ваш не первый и не последний визит в нашу страну. Вы приходите на концерт, вот, и мы приглашаем всех прийти сегодня на концерт. Не потому, чтобы вы посмотрели на нас, а чтобы мы могли посмотреть на вас. Нам очень интересно кыргызский народ. Вы выйдете к концу концерта, как я полагаю. Где-то во второй половине, я так точно не могу сказать. Так что смело можно опаздывать по-кыргызски на первую половину концерта. Я приглашаю всех, мы приглашаем всех, и вас, конечно же, Спасибо большое. украсить своим присутствием. Вот. Очень приятно будет показать вам наше творчество, показать то, что мы подготовили для вас. Я думаю, будет по мере интересно. возможности я посещу концерты, также наши зрители тоже. Ребят, сейчас у нас рубрика «Свободный микрофон». Адресуя пожелания, может быть, какие-то нашим телезрителям, даю слово вам. Давайте, Шакан, начнем с вас. Я приветствую всех, кто находится сегодня по ту сторону экрана, всех кыргызстанцев. Хочу вам пожелать любви, счастья. Действительно, наверное, самое главное – это быть в гармонии с собой, любить и быть счастливым. Все остальное, чем мы занимаемся, служит только для достижения этих целей. Приглашаю вас всех сегодня на концерт Ильяза Абдразакова, по-моему, во Дворце спорта, если не ошибаюсь. Если, не знаю. Приглашаю вас Кто всех. захочет, тот найдет, я думаю. Приглашаю вас всех, приходите, мы будем действительно искренне рады вас видеть и будем сегодня стараться для того, чтобы поднять ваше настроение. Спасибо вам, Айжамал, за интересную беседу, за то, что вы находили такие интересные вопросы и очень легко управляли руслом беседы. В общем, надеюсь, еще увидимся. Спасибо вам большое. Я думаю, Данияр. такие вот золотые слова. И сейчас Данияру также даю слово. Дорогие друзья, хотелось бы пожелать вашей стране стабильности, спокойствия. Я хочу, чтобы вы были все счастливы, здоровы, не болели. Процветания вам, друзья. И присоединяюсь к словам Шухана, приходите. Спасибо вам за интервью, за такую Спасибо интересную вам, беседу. ребят, большое. Я рада, что вам понравилось. Все-таки наш канал «Молодой процветающий». Вот по сравнению с вами нам год, а вам 15 лет. Существенная разница. Я думаю, будет нам 15 лет, мы также вас пригласим и уже будем говорить, наверное, уже не часто, а может быть не о старости, а наоборот о бурной молодости. Через 15 лет вы также хорошо выглядели, а может даже еще лучше. Вот. Хорошо, я постараюсь. Ребят, спасибо большое. Желаю, чтобы
чтобы наш кыргызский народ вас сегодня тепло принял, ведь это самое главное для артиста. Увидимся с вами вновь, я думаю, уже анонсируя ваш сольный концерт в Кыргызстане. Хорошо. Спасибо зрителям, которые были сегодня с нами. С вами была я, Джамала Осмонова. Прощаюсь с вами ненадолго, так как уже с понедельника вновь с вами каждый вечер с 7:30 до 8:30. Специальный выпуск программы «Кефир» подошел к концу. Прощаюсь с вами, желаю всем счастья, здоровья и, самое главное, любви. Проведите сегодняшний вечер со своими вторыми половинками. Желаю всем удачи. Увидимся с вами вновь на канале Кеймус. Всем пока. Пока.